Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Сегодня у нас очередной обзор поступающей на продажу техники у нас. И это экскаватор Mitsubishi MX-35, соответственно 3,5 тонны рабочей массы, робот-стрела и отвал, ковш, все как обычно. Собственно, что важно показать? Подходи. Нужно нам показать, что гусеницы у нас здесь резиновые, в хорошем достаточно состоянии. Есть небольшие растрескивания, но сама шашка очень живая. Без растрескиваний лишних и без надрывов каких-то по середине. То есть здесь все целенькое. На второй стороне то же самое. У нас здесь все достаточно цело по гуськам. Но, понятно, не новая резина, поэтому, соответственно, есть небольшие растрескивания именно слоя. Но в остальном прям остатки отличные. Теперь откроем двигатель. По двигателю у нас здесь 4 цилиндра. Естественно, дизель с механическим ТНВД. Работает ровненько. Кстати, вот сейчас видно, что в целом здесь по низу можно показать. Подтеков никаких и тому подобных вещей нет. То есть здесь мы видим капельку на щупе, но это из-за того, что проверяли масло. Соответственно, больше здесь ничего нет. Двигатель не отмывался прям совсем. То есть, видно, что он весь пыльный, весь в грязи, но при этом каких-то масляных проблем у него здесь нет. Работает, кстати, достаточно ровно, без вообще каких-либо претензий. По функции экскаватора. Что у нас здесь есть? Есть, кстати, предохранительная прикольная ручка. Если поднято, то ничего не работает. Смотрим, все заблокировано. Соответственно, чтобы воспользоваться экскаватором, нужно ее опустить. Давайте я сяду. Опускаем, собственно, ручку. По наработке. Подойди, пожалуйста, покажи наработку. По наработке скрывать нечего. Здесь 2600 часов. Ничего не поделать с этим, но, тем не менее, экскаватор, я думаю, видно, работает ровно достаточно. Кстати, по выхлопу. Выхлоп вам показали. Здесь все целенько, хорошо. Так, теперь по функциям. Что есть интересного? Робот-стрела. Ее работа. Как она надламывается, соответственно, можно выводить эту стрелу под углом. Также уже копать дальше что-то. Если что-то нужно копать конкретное, где это неудобно. Например, все, соответственно, крутится, все вертится. Все очень удобно использовать. Проверим запуск заодно. Так, теперь по отжиманию. Что у нас есть? Естественно, экскаватор на полностью холостых. Отжимается. Никаких проблем при этом не испытывает здесь. То же самое может сделать на отвале, но, к сожалению, не с такой успешностью. То есть здесь уже именно у самого отвала мощности не хватает, потому что экскаватор весит 3,5 и больше тонны. На ковше без проблем, соответственно, давление в магистрали нормальное вполне. Что еще? Показывать, в принципе, больше здесь нечего. То есть все это ломается, естественно, все работает. Давайте сейчас опустим стрелу, и я пойду покажу состояние гидроцилиндров. Опять же смотрим. Здесь у нас все целое, никакого налета, коррозии и прочих вещей. Сальнички. Все обслужено. Также по верху, пожалуйста. Есть вот там небольшое припотевание, но ничего критичного. Сама стрела. Сейчас приподнимем. Сама стрела. Я думаю, видно, что есть небольшой люфт только здесь, на верхней. Опять же, втулке решат этот вопрос. В принципе, в остальном, прям как качай, не качай, все достаточно цело. Ничего там не разваливается, не укатывается и так далее. Давайте еще покачаем вот так. Здесь тоже люфт в пределах нормы, то есть никаких тут проблем нет с этим. Поэтому вот такой экскаватор 3,5 тонны, Mitsubishi, робот-стрела, резиновые гусеницы. Компания Прогресс Авто. Будем рады вас видеть. Приезжайте к нам.